Куршат Кадыровна, сөз сізде. Территория Кыргызской Республики вам о чем-нибудь говорит? Молодой человек, я же к вам обращаюсь. Нет, я не в курсе. Вы не в курсе даже? Я хотела спросить, этот перечень тогда вы, значит, не знаете, согласуется с Министерством финансов или нет? Предоставлялись льготы. Я другой вопрос спрашиваю. Этот перечень согласовывается ли с Министерством финансов при утверждении данного перечня? Это же напрямую относится к бюджету. Вот зачитываю справку Счетной палаты. Написано: в результате освобождения лекарственных средств, относящихся по коду ТНБД прочие, выпадение НДС за 16-18 годы составило около 3 миллиардов сом. Мониторинг ценообразования некоторых лекарственных средств с момента поступления на территорию Кыргызской Республики до момента реализации потребителям показывает, что розничная цена превышает оптовой в 6 раз. Я вот хотела узнать, если Минфин не участвует в этом утверждении перечня, тогда вообще вы даже, значит, не ставили никогда вопрос о целесообразности некоторых включенных туда препаратов? Вот какие-то основания для освобождения, какой-то перечень критерий для освобождения лекарственных средств вообще существует? Кто мне может это сказать? Вот все госорганы. Куршат Кадыровна, перечинди өкмөттүн токтому менен бекитебиз. Азыркы учурда выпадение 2 миллиард сом, да? Нет, я спрашиваю, какие критерии для освобождения вообще предъявляются к лекарственным средствам? Чему они должны соответствовать? Не знаете, понятно. Не надо мне письменно. Вы вообще понимаете актуальность этого вопроса или не понимаете? Вы такие интересные. Один письменно, второй вообще не в курсе, что такой перечень существует. Бюджет теряет миллиарды, а вы никто ничего не знаете. Вот зачитываю. В результате освобождения лекарственных средств, да, каждый год теряет бюджет миллиард сомов. Если пересмотреть перечень освобожденных средств, то государство может получить вместо убытков миллиарды, наоборот, поступлений в бюджет дополнительно. Вот я вчера была на Дне пожилых людей, и там старики, прям, знаете, с болью, чуть ли не со слезами сказали, что такие дорогущие лекарства. Мы же их для чего освобождаем? Чтобы они были дороже в 6 раз, чем на территории всего пространства ЕАЭС, что ли? Мы для чего их освободили? Для того, чтобы они были доступными, а не для того, чтобы они были в 6 раз дороже, согласно, опять же, справке аудита. Это не мои слова, не голословные, это цифры. Цифры нельзя убавить и прибавить. Если посмотреть существующий перечень, 50% идет понятие «прочие». Получается, это отдано на усмотрение, опять же, чиновников. Это что за коррупционный перечень? Вот перечисляю, просто выборочно. Соль, пригодная в пищу. Это что, лекарственные средства? Светлые масла, вазелиновое масло, глицерин, вазелин, пробки, колпачки для бутылок, контрацептивы, цемент для стоматологии, используемый при пломбировании, материалы для пломбирования и так далее. Все стоматологические услуги платные. Неважно, государственные они, это дешевле, или частные, они дороже, но они все равно платные. Так почему мы освобождаем эти материалы от НДС? Почему они включены в этот перечень? Читаю дальше, парацетамол. Потому что он самый ходовой? Это прям какой-то такой прям жизненно важный, необходимый лекарственный препарат. Дальше, почему витамины освобождены? Разве они лекарственные средства? Вообще кто-нибудь задумался над тем, что мы освобождаем? Если есть позиция препаратов просто для профилактики в этом перечне, это тоже лекарственные средства, что ли? Вата, соски, детские зубные кольца и другие, написано, прочие изделия из пластмассы. Какие другие? Какие прочие? Это конкретный перечень, отданный на откуп чиновникам. Я понимаю, когда кровь, когда гемодиализ, когда инсулиновые средства, которые прям действительно непосредственно нужны для операционных, для реанимации, это я понимаю. Но когда такая глупость, вата там и еще, бюджет миллиарды теряет, и никому это, вот вы знаете, я вот просто хотела бы узнать, кто конкретно входит в комиссию по освобождению и утверждению данного перечня. Какая заинтересованность? Вот это конкретное, стопроцентное, я больше ничего не вижу. Я пересмотрела там почти около 200 пунктов, по которым практически треть можно просто вычеркнуть. Лекарственные препараты, витамины. Это вот вообще нонсенс. Правительству, я вот просто прошу сделать протокольное поручение. Правительству пересмотреть срочно перечень лекарственных средств, освобожденных от НДС, предоставить перечень
с обоснованием освобождения. Почему освободили? Какой жизненный необходимый был вот фактор для того, чтобы освободить? На будущее данный перечень утверждать Джугурку Кенеш на палате, но минимум в профильном комитете хотя бы, который утверждает и рассматривает поступление в бюджет, и направить Торага для исполнения протокольного поручения. Потому что, вот вы знаете, у меня вопросов было много. К сожалению, министра финансов нет. Вы на вопросы ответить не можете. Курирующего зама по экономике нет, хотя рассматривается отчет о бюджете. Я считаю, мы даже рассматривать уже дальнейшее, извините, отчет о бюджете не должны. Потому что вы, если такие вещи не знаете, теряя миллиарды сомов из бюджета, вы даже не знаете о существовании перечня, который конкретно утверждается правительством в состав, извините, этой комиссии, я уверена, входит Минфин. Я предлагаю поставить на повестку дня и снять отчет о бюджете исполнения. Марлен Ленарович, комитет